Ребята продолжают исследования, мы продолжаем снимать наши программы. Находимся в селе, еще раз говорю, Бескёль. Программа «Мы вам покажем». Прическу, говорят, поправь у ваших зрителей и так далее. Ну, мы на самом деле находимся уже в третьем помещении. Опять же, ребята смотрят тепловизионные съемки. Мы пройдем в котельную. Опять же, котельная, где Анатолий дает комментарий по настройке расширительного бачка Семену, который обслуживает, ну, и как бы работает сантехником в данном микрорайоне. Ну, у нас выявлены, в принципе, вот в одном было нормальное состояние, да, настройки, в одном было слишком передавлено, перетоп, да, перетоп расширительного бачка, а здесь он стоял практически пустой, потому что он, видимо, был как с производителя, как накачан, так и стоял, и просто настройки не было, и давление, вот здесь стоит подпиточный насос, который настроен на 1,5 бар, да, его не хватало, чтобы продавить на расширительный бачок, и нам пришлось сейчас спустить давление на расширительном бачке и выровнять до 1 очка, вот, ну и теперь Семен все знает. Так что на всех домах будет нормальная настройка, я надеюсь. Ну и нюанс такой, чтобы ножку крепления расширительного бачка делать подлиннее, чтобы было удобно просто трясти. Да, потому что просто, понимаете, когда настраиваешь через манометры, оно не всегда, в принципе, получается. Это надо иметь большой опыт, чтобы настроить на манометрах, да. А вот, да, чисто у нас по-сельски, вручную его подергать, поболтать, вот поэтому я вот всегда учу, как все это вот простым методом настроить все это. Здесь на сколько мощности котел стоит? Ну здесь 25 да, 25 киловатт, температура носителя, как я вижу, 70 почти. Ну здесь тоже практически во всех домах, где мы были, здесь дублированные насосы стоят. Ну, в принципе, это совсем неплохо, хотя это, в принципе, удорожание проекта, да? Но при каких-то нештатных ситуациях, конечно, это поспорье. Да. Ну, такие вот нюансы, еще раз говорю, эксплуатации домов. Мы смотрим, на самом деле, вот здесь еще один момент, отделка. Она изнутри, помещение изнутри отделано так называемой вагонкой, да? На сегодняшний день, да, вот посмотреть на застроенные дома по качеству, я, конечно же, рад, что отделка, она находится, ну, на высоком уровне. Еще можно отметить, конечно же, некоторые нюансы по проекту есть, да, здесь уже необходимо будет проконтролировать за дальнейшим, ну, как она будет себя чувствовать в течение срока службы, да. В настоящий момент вот Слабачков Егор, он как раз работает по этим домам, и я полагаю, что буду участвовать в этих работах по именно конструктивному моменту. Конечно же, вот если посмотреть в целом по строительству, в некоторых домах полы холодные, это, конечно, устранимые все дефекты, да. Ну, конечно, вот в первом доме, который мы смотрели, на кровле, есть такие отрицательные факторы, что крепление, скажем, на черных саморезах стропильной системы. Это недопустимо. То есть все-таки все такие нюансы нужно будет посмотреть застройщикам и исправить. Вот такие. А в целом дом очень даже качественный, хороший. Я думаю, жители будут довольны в последующие десятилетия, 20 лет службы этих домов. Ну, то есть спешим разуверить и телезрителей, и жителей, вот задают много вопросов, да, на сколько лет, на 5 лет, на 10 лет. На самом деле технология с достаточно большим запасом
и по прочности, и по эксплуатационным свойствам, да? Ну да, вот все деревянные дома, у них срок службы 50 лет, да, и здесь, конечно же, все будет зависеть от фундамента, а фундамент здесь очень качественно сделан, то есть он на специальных винтовых сваях выполнен, так что просадки домов фундамента не будет, а это уже важная, ну, основа, да, то есть Глубина забития свай мы вот обсуждали, пока ехали. 5,5 метра. 5,5 метра — это пролегание в мерзлоту, да? Да. Ага. То есть в грунт. Грунт. Ага. Ага. У нас, например, зона оттайки до 3 метров. И этого достаточно. Дом будет себя очень хорошо То чувствовать. есть метра 3 еще в запасе? Да, в запасе 2,5-3 метра имеется. Ну, здесь, если посмотреть по проекту, да, и по исполнению, конечно же, некоторые дома имеют вот такие недостатки, которые будут устраняться, и эти дома будут, ну как, под контролем в течение 3 лет, и я думаю, все эти дефекты будут устранены. Поэтому жителям, я думаю, нет необходимости бояться вот таких нюансов, да, именно связанных с застройщиком. Эти дефекты устраняются и будут устраняться. Так что я верю в технологии МХМ. Она одна из таких, скажем, передовых для деревянного домостроения. В данном случае для Якутии. Конечно, ей до технологии ЛВЛ или других технологий, которые требуют склеивания, и далеко, но все-таки как передовая технология, зарубежная технология, она здесь имеет место быть. И многих интересуют потребительские свойства конкретно технологии. Да вот мы были в предыдущем доме, там площадь 120 квадратов, проживает, кстати, всего 2 человек. Да? То есть мы порадовались за владельцев этого дома, потом каждому из которых достается по 60 квадратов фактически общей площади. И прозвучали цифры, то, что декабрь месяц было оплачено за газ порядка 6 тысяч. Да? Это, в принципе, нормальное, приемлемое явление для дома такой кубатуры, такой площади. Да. Ну, это очень такая, скажем, нормальная скажем, по оплате за тепло. Я думаю, все-таки дом теплый, дома теплые, хорошие, и они имеют, ну, право жить, да, то есть в Якутии. Строительство деревянных домов, она как раз показала, что является одним из технологий, которые необходимо развивать в Якутии. Да. Ну, с вами Дмитрий Аргунов, и еще раз, мы в составе очень большого исследовательского десанта сегодня работаем без Кёль, работают эксперты, это прежде всего СФУ и Михаил Фруменчич Лавров, кандидат технических наук, доцент кафедры технологии обработки древесины, и Егор Слободчуков, который является одним из основных энергоаудиторов нашей республики, который производит сейчас тепловизионные съемки для того, чтобы оценить объективно те свойства технологий, те свойства примененных материалов, качество монтажных работ, которые со всеми этими замечаниями будут переданы заказчику, это служба госзаказчика, которая еще есть 2,5 года на гарантийного срока на то, чтобы не то чтобы устранить, а довести до ума, довести до приемлемого уровня комфорта, который изначально был нормальный. Просто вот все те моменты, они сохраняются. То есть, допустим, дверь железная, она же сделана где-то там в Новосибирске, в городе мастеров и так далее, привезена здесь, промерзает дверь. Это же не является следствием того, что применяется технология МХМ. Понимаете? Ну, есть такие моменты. Вопросы к производителям дверей в данном случае, или о том, что входная дверь открывается чаще, и зона холодного воздуха образуется там гораздо чаще, чем мы того хотели бы. У меня дома тоже промерзает, скажем так называемая термодверь, то есть есть какие-то утечки, то ли минеральная плита, которая там в составе утеплителя внутри двери находится, где-то там не прилегает плотно и так далее. Ну и в целом очень многие аспекты рассказывают те ребята, которые знают больше, чем мы, больше, чем вы даже. К примеру, если шаг, скажем, обрешетки 60 вернее,
ширина плиты минеральной 60 сантиметров, то шаг обрешетки должен быть по оси, выполненной сороковки по оси на 60 сантиметров. То есть фактическая ширина вот этого проема, в который вставляется минеральная плита, она должна составлять 56 сантиметров. 56 да? 56 сантиметров. Ну, куча таких нюансов, которые, еще раз говорю, познаешь только лишь в общении со сведущими людьми, познаешь по сравнению с людьми, которые каждый день имеют отношение к производству, к монтажу по данной технологии. И, конечно, огромное спасибо нашему добровольному общественному эксперту Анатолию Кириллину Акачаке, который еще раз сходу объясняет те или иные нюансы эксплуатации систем отопления, которые могут пригодиться всем жителям Бескюль. Напомним, Семен, который нас сегодня сопровождает, он выполняет обслуживание всех систем отопления, всех систем водоснабжения, канализации, ну, является своего рода таким сантехником, главным сантехником данного микрорайона. Мы находимся на улице Русской в селе Бескюль, сегодня 19 января, и за бортом уже ближе к 41 градусу. Мы продолжаем нашу работу. Когда мы ехали в эту командировку, многие спрашивали, сколько платят владельцы домов из МХМ за газ конкретно. Да? Ну вот мы смотрим вполне объективные показатели. Хозяин платит онлайн, поэтому без квитанции, без ничего, да, есть просто показания счетчиков. Получается, с 11 декабря по 11 января хозяин оплатил разницу в 982, и по тарифу 4,49 выходит 4409 за 90 квадратных метров. Площадь данного помещения 90 квадратных метров, и это вполне объективные данные. И вполне нормальные такие показатели за коммунальные услуги, за газ, который применяется как основное топливо для обеспечения тепла. Так что такие очень рады сегодняшним обстоятельствам, то, что мы получаем объективные данные со стороны наших исследователей, со стороны представителей СУФУ, общественников, которые активно общаются с жителями Бескюль и делятся накопленным за многие-многие годы опытом. Но мы продолжаем, и основные наши итоги мы озвучим уже в нашем автомобиле по пути в город Якутск. Первичные такие результаты и Егор Слободчиков, и Михаил Фурменчич дадут прямо в машине. Огромное спасибо нашему водителю Степану Филиппову за то, что в таких комфортных условиях протекает наша запланированная очень давно командировка в село Бескюль. Но, Михаил Фурменчич, вы бытность главным технологом предприятия «Алмаз» просчитывали все плюсы и минусы технологии МХМ, которая, родиной является Германия. Все-таки какие нюансы нужно учитывать здесь, когда за бортом очень нередко бывает минус 60? Ну, конечно же, это теплозащита, хорошая теплозащита. Потому что если с одной стороны, когда дом теплый, это означает, что людям в нем жить хорошо. Но с другой стороны, как технолога, если дом холодный, это означает, что все предвестники того, что дом может разрушиться вследствие появления грибков. Да? То есть там, где холод, там появляется конденсат, который уже приводит к загниванию конструктивных элементов. Вот. Решение, конечно же, должно быть уже на стадии строительства производиться, а именно антисептирование всех элементов балок и так далее. Да? Вот. Сегодня, если посмотреть по дому, по домам, которые мы посмотрели, 3 домам, то полы у некоторых холодные. И при этом видно, что все они отделаны, половое покрытие имеет линолеум. С точки зрения покрытия линолеума деревянных полов, это, скажем, не очень хорошая идея с точки зрения того, что уже конструкция является не вентилируемой. То есть
По сути, подполье, оно должно быть вентилируемым. Когда мы закрываем, скажем, линолеумом, там уже может скапливаться большое количество влаги, которое может приводить уже к появлению грибков и разрушению конструкции. Поэтому на данном этапе все-таки необходимо защитить весь дом, да, то есть хорошее утепление конструкции, оно обязательно, не только с точки зрения санитарных норм, да, проживания людей, но и с точки зрения защиты конструкции деревянных домов. Деревянные дома, как я в каждой передаче говорю, она требует щепетильного отношения, и если мы, скажем, в течение это уже первый год прошел, да, если в течение 3 лет мы не будем смотреть, уже утеплять как конструктив, то в конечном итоге будут уже другие плачевные моменты, такие как разрушение балок и так далее. А это уже требует капитального ремонта. Ну, вы сегодня очень много времени провели и под домами, и в чердаках. Что можете сказать, прокомментировать, какие моменты? Расстояние между балками составляет 1 метр. В целом, как мы говорили, вот, что расстояние между балками в данном случае она должна составлять примерно, если по расчетам посмотреть, 650 там, 700 миллиметров, да, то есть это с точки зрения, например, чтобы именно ширины утеплителя. Утеплитель у нас имеет 600 миллиметров. Вот. И как раз необходимо придерживаться при монтаже вот этих параметров, так, чтобы плита не разрезалась и не уплотнялась дополнительными элементами, которые являются уже не повышением качества, да, а ухудшением качества утепления. Об этом, конечно, очень хорошо вам расскажет Егор Слободчков, да, по тепловизионному осмотру. В данном случае, вот последний дом, который мы смотрели, там я удивился, конечно, увидев, что расстояние между балками тоже составляет 1 метр, да? Хотя длина комнаты, то есть расстояние между стенами составляет около 5 метров. Ну, если по проекту посмотреть, 4,9 метров, да? То есть в данном случае балки могут просто прогнуться, да, не выдержать. Здесь, конечно, нужно, опять же, особый контроль именно по тому, как это будет в дальнейшем сказываться, да, то есть если прогиб есть, то какие-то усилительные моменты нужно будет разрабатывать. А в целом деревянные дома, ну, очень на данный момент, да, пока они свежие, очень хорошие. Экологично, отделка хорошая. Но Да. я согласен с Михаилом Фруменчичем. Егор, много очень времени провел с тепловизорами, использовал 2 модели тепловизоров, да, кучу параметров сняли. Комментарии какие предварительные? Я еще раз говорю, это же данные нужно обрабатывать, данные нужно просчитывать. Ну, предварительные, да, мы смотрели 3 дома, 3 различных, скажем так, по различной площади и с разными застройщиками, что тоже, ну, как бы характерно, да, чтобы посмотреть. Но у всех проблемы одинаковые. То есть мы вот в основном, ну, какие проблемные узлы, да, мы выявили. Это вот есть мостики, температурные мостики холода, да, по стыкам сокольного перекрытия по всем 3 домам. Есть, ну, проблемы некоторые по установке оконных конструкций, ну, наружных дверей, но это упоминалось, конечно, вот такие двери вообще у нас, вот, которые вообще на рынке имеются, да, они на самом деле не предназначены для нашего климата. Это вот вообще общая проблема. А так вообще по самому конструктиву, ну, какие комментарии, да, во-первых, по проекту у нас толщина утеплителя заложена согласно нормам, то есть все в этом плане в порядке. А вот именно конкретно узловые решения, например, вот самое главное устройство сокольного перекрытия, да, вот решение теплоизоляции вот балок, самого тела, пола, вот там есть вопросы, вот, и как раз мы вот сейчас будем заниматься обработкой данных снимков, да, выявим точные температуры, которые там имеются у нас в настоящее время, да, и будем моделировать температурные поля по расчетным условиям. Вот по факту именно вот по сделанным, выявленным, ну, как бы вот разработанным проектным решением, скажем так. Также существует еще человеческий фактор.
То есть во время укладки теплоизоляционных плит, вот это тоже надо иметь в виду. То есть вот какое качество было при монтаже там, потому что узлы, они, ну, такие, скажем так, там были сроки, во-первых, да, есть труднодоступные места, где вот тоже, ну, есть некоторые вот, то, что вот Михаил Фремич упомянул, да, есть вопросы по устройству балок, то есть его расстояние тоже, да, вот устройство там вот теплоизоляции, вот. Это все надо сейчас смотреть, и основная наша цель будет заключаться в том, чтобы, если будут выявлены вот именно несоответствия узловых решений, то наша задача вот предложить свои конструктивные решения, чтобы для решения данного вопроса. То есть вот для данных существующего здания и для последующего строительства домов МХМ. Вот, например, самый простой пример — это вот несколько лет назад, когда только вводились вот дома из ЛСТК, когда вот легкие стальные стенные конструкции, да, вот в городе, на северах очень много строили. Вот первые дома тоже были с нареканиями, очень много проблемных зданий было. Там использовались типовые решения в проекте, да, без учета вот наших климатических условий. Но потом вот со временем, когда узловые решения были изменены, да, в том числе с участием вот наших сотрудников университета, то в настоящее время вот таких проблем вот по ЛСТК почти нету. То есть сейчас даже школы, детские сады строятся из ЛСТК, и таких проблем уже нет, мы не наблюдаем. То же самое ждет МХМ. Да, то же самое МХМ. То есть как бы вот само тело, да, вот, например, стены, да, само покрытие пола, в принципе, никаких там больших дыр, отверстий, таких неплотностей нету. То есть вот если есть проблемы, то они вот именно по стыковым соединениям, а это именно чисто узловые решения. Ну и будучи, скажем так, тем человеком, который освещает, ну, какие-то аспекты строительства и так далее, могу сказать, что даже когда человек сам строит, да, под полным присмотром и так далее, это не избавляет от вот таких вот явлений, там, ногам холодно и так далее. Я более чем уверен. 95% из нововводимых частных домов, они подвержены тем или иным, скажем так, элементам дискомфорта. Посмотрели, конечно, побывали в трех разных домах. Трех разных застройщиков, в принципе, да, от проекта один. Ну и, как сказали, сейчас наблюдается чисто вот по нарушениям каких-то, да, строительных норм. А так, дома очень хорошие. Так, по своей части я скажу, что по отоплению у всех стоят напольные котлы, в принципе, очень надежные. И эти котлы все с избытком, да, мощности, так что из-за этого и, наверное, сейчас поддерживается более-менее такая температура. Я заметил, что тоже отличается по конструктиву, да, от тех, кто монтировал вот это, да, есть разные качества монтажа. В некоторых не хватает запорной арматуры. Вот в первом и в последних домах очень хорошо это сделано, грамотно, исходя из того, что вот как это было спроектировано. И температура поддерживается во всех батареях нормально, нигде нет провалов. Но, конечно, хотелось бы, чтобы, если бы дома были построены с соблюдением всех норм, да, конечно, это было бы вообще, тепло было бы с избытком. И единственное, что хочу сказать, как и говорил ранее, да, если бы в сельской местности проекты делались бы на естественной циркуляции, то это было бы вообще очень хорошо. Потому что сейчас есть моменты, когда мы полностью не используем те возможности котла, да, которые есть в этом котле, да, просто сделано так, что при отсутствии электроэнергии или при каком-то таком случае это может какие-то сложности для хозяев могут быть. А так, конечно, все дело. В некоторых случаях есть зауженности труб. Например, спутник септика также сделан на 20-й трубе, что это является очень для нас, для наших условий, да, очень крайней такой мерой, да. Поэтому
Если было бы очень низкая температура, сейчас нынче зима более-менее нас балует, то могут быть определенные трудности. Да? А так, вот в последнем доме, где там 25-я труба стоит, это очень грамотно сделано. В принципе, это уже большой запас. Очень хорошо, что микрорайон, который был восстановлен этой осенью, он имеет унифицированный архитектурный вид. Это очень радует глаз, опрятно очень выглядит, красиво даже, да. Но единственное, сразу видно, вот мы побывали в 3 домах, 3 разных застройщиков, виден разный подход. Абсолютно открытым глазом виден разный подход. Там. Абсолютно совершенно по-иному подошли к тем или иным решениям, будь то инженерки, будь то конструктива и так далее. Но я еще раз говорю, все говорили, как покажет себя МХМ в январе там, и так далее, и так далее. Было очень много скептиков, критики. И так. Мы побывали, мы вам показали. И самое главное, взяли вот эти экономические. То есть последний дом хозяин Афанасий, площадь у него 90 квадратов, он заплатил с 11 декабря по 11 января, он заплатил 4400 рублей за газ. Это очень хорошие показатели на самом деле. Так что следите за нашим программой, с которым мы будем с помощью вот общественников, научной общественности освещать совершенно различные аспекты частного домовладения и не только. С вами Дмитрий Аргунов. Увидимся.